Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Алканов, где мы рассказываем о сложных бизнес-процессах простым языком. Мы читаем все комментарии и благодарим вас за проявленный интерес к нашему проекту. Действительно очень приятно. Я заметил, что некоторые из вас хотели узнать, как устроен той бизнес. Поэтому наш сегодняшний выпуск будет посвящен именно той бизнесу. Издревле кыргызы уделяют особое внимание традициям и обычаям, которые определялись кочевым образом жизни. Самым популярным блюдом на столе было свежее мясо, так как именно животноводство было самым мобильным способом пропитания. Съесть целого барана одной семье было непросто и крайне расточительно, поэтому на помощь звали родственников и друзей. После сытного застолья очередь переходила к следующему гостю, и так продолжалось, пока окончательно не укоренилась в жизни кыргызов. Это заложено в нашей культуре. И все люди, которые делают мероприятия, вот кыргызы, да, люди, которые живут в Центральной Азии, в нашей стране, привыкли делать определенные мероприятия в своей семье, для своих друзей, близких, родных. У нас есть своя система кошумча, например, да, каждый сделал свой вклад. Сегодня кыргызский той – это целая индустрия, которая охватывает сразу несколько секторов бизнеса. Давайте рассмотрим, какие. Начнем, пожалуй, с самого важного пункта – это место проведения мероприятия. Ведь каким бы ни был повод – свадьба, поминки, юбилей или встреча выпускников – в первую очередь люди задаются вопросом «где?». Итак, сколько же стоит построить банкетный зал? Сперва нужно построить здание со всеми коммуникациями и подъездными путями. Желательно, чтобы здание находилось на проезжей части и имело большую парковку. Многие банкетные залы открываются совершенно без наличия парковки, и многие гости потом пытаются припарковаться в нарушение правил дорожного движения, паркуются в неположенных местах, их машины эвакуируют, вроде люди приехали на праздник, а только головную боль себе приобрели. Под строительство банкетного зала вместимостью около 300 человек нам будет достаточно около 15-20 соток. Место расположения не обязательно в центре города, ведь большинство ваших гостей будут туда приглашены. Обратите внимание, находится ли данный участок в собственности или в аренде. Также очень важно наличие коммуникаций, таких как канализация, вода и электричество. Если участок в хорошем месте, то инвестировать стоит чуть больше и нацеливаться на более платежеспособных клиентов. А если нет, то и вкладывать стоит меньше, ориентируясь больше на бережливого клиента. Давайте прикинем, во сколько обойдется строительство ресторана вместимостью 300 человек. Чтобы разместить в зале одного гостя, нужно около 2 квадратных метров. Получаем 600 квадратных метров. На фойе, туалеты, гардеробную, подсобное помещение около половины квадратного метра на гостя. Это еще 150 квадратных метров. Ну и куда же без кухни, которая занимает примерно 1/3 от площади зала. Это еще 200 квадратных метров. Итого площадь нашего здания будет около 950 квадратных метров. В среднем 1 квадратный метр строительства обойдется порядка 600 тысяч долларов в зависимости от дизайна и качества отделочных материалов. Возьмем 800. Получится 760 тысяч долларов. Далее нам необходимо закупить мебель 55 тысяч долларов, посуда и инвентарь 20 тысяч долларов, кухонное оборудование 110 тысяч долларов, свет и аудиоаппаратуру 50 тысяч долларов. Итого 235 тысяч долларов. Конечно, можно сэкономить, но минимум 140 тысяч долларов точно придется потратить. Таким образом, здание, готовое принимать гостей, будет стоить 900 тысяч, возможно, 1 миллион долларов. Добавим сюда стоимость участка, и мы точно перешагнем за 1 миллион долларов. Рассмотрим доходы, расходы и прибыль. Средний чек на одного гостя около 1500 сом. Доход при заказе на 300 мест составит 450 тысяч сом. 1/3 уйдет на закуп продуктов. Еще 1/3 уйдет на зарплаты. Останется около 1/3, с которой надо будет платить налоги. В зависимости от форм налогообложения ИП, контракт или ОСО с оставшихся 33% около 10-13% уйдет на налоги. Останется около 20-23%. В этом бизнесе основные расходы на закуп продуктов, поставщики которых не дают счета-фактуры. По этой причине все банкетные залы делают все возможное, чтобы не становиться плательщиками НДС. При этом надо сказать, что если вместимость банкетного зала больше, чем 500 человек, то и прибыль с одного тоя увеличивается за счет экономии на зарплате. Ведь затраты на самый квалифицированный, самый дорогой персонал останутся прежними. В итоге с 450 тысяч сом у нас останется около 100 тысяч сом прибыли.
И если посчитать, что в среднем вы будете проводить 3 мероприятия в неделю, получится около 12 мероприятий в месяц. По ТОям чисто мы проводили 27 мероприятий в месяц. Это был пик, да, до сегодняшнего дня. Чтобы посчитать годовой оборот, надо учесть два фактора. Первое – сезонность. В январе обычно банкетные залы не пользуются спросом. Второе – священный месяц Рамадан, и поэтому в это время основное население будет воздерживаться от посещений застолий, а соответственно и организаторы будут стремиться выбрать другую дату. Следовательно, активных месяцев будет около 10 в году. Итак, возьмем 10 месяцев в году, 12 мероприятий в месяц и 100 тысяч сом прибыли. Получаем 12 миллионов сом прибыли в год или 141 тысяча долларов. Прибыльность можно будет увеличить за счет проведения дневных мероприятий, таких как конференции, презентации, поминки. Но за счет маленького чека прибыли с таких мероприятий немного. Говоря о плюсах этого бизнеса, можно отметить тот факт, что помимо ежемесячного дохода у вас будет актив – здание с участком, который можно продать или заложить. Но давайте поговорим еще и о рисках. Ведь каждый банк, прежде чем выдать вам кредит, рассматривает и их. У них есть целые отделы пессимистично настроенных парней, работа которых заключается в том, чтобы увидеть, что может пойти не так. Предположим, вы уложились в 1 миллион вместе с участком при строительстве банкетного зала. Тогда вам понадобится около 6-7 лет, чтобы вернуть вложенные средства. Другими словами, ваши деньги будут приносить 15% годовых. При этом первый год вы не будете получать ничего, ведь будет идти стройка. Первое. Большое количество существующих банкетных залов. При этом не все забиты заказами. Да, некоторые залы уже не отвечают современным требованиям, но они все еще ваши конкуренты, ведь им будет дешевле модернизировать свой зал, чем вам построить новый. А следовательно и цены на свои услуги они смогут выставить меньше. Второе. Курс доллара. Как вы, наверное, заметили, все расчеты при инвестициях сделаны в долларах, так как большинство стройматериалов будут импортные, а доходы будут в местной валюте, которая лишь дешевеет по отношению к доллару. Таким образом, картина окупаемости может стать менее привлекательной. Третье. 2020 год подарил нам не только красивые цифры в календаре, но и пандемию. Те немногие залы, которые выжили после локдауна, утверждают, что количество заказов падает, а те, что есть, не забивают полный зал. А значит и прибыль в процентном соотношении от общей суммы заказа еще меньше. В пандемии мы полностью были закрыты, не работали. Наша основная задача была сохранить нашу профессиональную команду, которая вынуждена была дома сидеть, осталась без доходов. Поэтому мы очень активно в этом направлении работали. Нам нельзя было проводить банкеты. Мы в это время выстроили линию по производству полуфабрикатов, по доставке готовой продукции домой. Активно проработали во время пандемии. Получается, каждый кризис позволяет тебе стать сильнее. Наше общество начало понимать, что все огромные застолья, стоящие тысячи долларов, можно и не проводить. Давайте рассмотрим, как этот бизнес влияет на экономику страны. Закупаем иностранные стройматериалы и товары. Взамен мы ничего не экспортируем из страны, то есть увеличиваем без того огромный импорт в Кыргызстан. Не создаем принципиально нового продукта, который будет иметь ценность как внутри страны, так и за рубежом. Ведь по сути ваши гости могут просто покушать дома. Конечно, создаем при этом рабочие места, но они в основном низкоквалифицированные и малооплачиваемые. Платим налоги, но в масштабах страны не столь заметные. Подводя итоги, что хочется сказать. Тои никуда не уйдут из нашей жизни. Но бизнесу не стоит тратить на это свое время и ресурсы, а обществу придавать значение в той мере, в которой они делают это сейчас. Не лучше ли потратить этот бюджет на более полезные для семьи ресурсы? Той индустрию тяжело остановить, тяжело просто остановить. Но мы будем работать, пока это в рамках возможного. Да? Будем только идти вперед, полагая, что все будет хорошо. И все. Я вообще думаю, мы должны поддерживать новые перспективные формы отечественного производства. Такие, например, как мой YouTube-канал. Подписывайтесь на него, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и обязательно пишите в комментариях, о каком бизнесе вы еще хотите узнать.